Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 21 июня. Бюджетников республики ожидает повышение заработной платы с учетом перерасчета. Депутаты заслушали отчет Кабинета министров. Работа по замене коммуникационных сетей в разгаре. Следующий этап – асфальтирование и обустройство тротуаров. Юго-Остинский зритель покорен красотой остинских танцев. Концерт ансамбля «Алан» Северной Осетии прошел с аншлагом. На сегодняшней сессии парламента министр финансов Аза Хабалова сообщила, что в 2018 году будет повышение заработной платы работникам бюджетной сферы Южной Осетии. С работой Кабинета министров за прошедший год депутатов ознакомил председатель правительства Эрик Пухаев. В частности, глава правительства ответил на вопросы о развитии сельского хозяйства и промышленности. Речь также шла о проблемах в социальной сфере и здравоохранении. На очередной сессии законодательного органа был одобрен бюджет фонда содействия льготному кредитованию малого предпринимательства в республике. Теперь люди смогут получить свои долгожданные кредиты. Были одобрены изменения в закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Утвердили и регламент комиссии парламентского расследования по вопросам делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии с Грузией. Далее депутаты заслушали отчет правительства республики о результатах деятельности за 2017 год. Каждый депутат имел возможность задать интересующий вопрос как премьеру страны, так и Кабинету министров. Вначале, когда вы меня утверждали, тогда я тоже сказал, что правительство должен четко работать и тесно работать с парламентом. Это было отмечено, если вы помните, в моем выступлении. Я скажу, что в течение 2017 года эта работа проводилась. Тесно работали и отмечу, что некоторые депутаты они входят в те комиссии, которые были составлены и утверждены в правительстве. И эта работа сегодня проводится. Я цитирую правительство, тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что за последний год, чуть больше года, все кардинально переменилось в взаимоотношениях исполнительной и законодательной власти. Теперь министры не боятся приходить к нам в парламент. Никто им не запрещает, более того, настоятельно рекомендует. Поэтому я не помню случая, чтобы какой-то министр у нас принципиально не пришел по просьбе наших депутатов на комитет, на сессию. Выступая в парламенте с отчетом о проделанной за прошлый год работе, премьер сообщил, что строители обещают сдать в эксплуатацию здание Государственного драматического театра имени Кустаха Итагурова к концу июля. Волевым решением Анатолия Ильича в 2017 году не очень многие объекты довели до конца. Единственный объект у нас остается театр, но, как нам обещают, до конца июля, но не с фонтаном. Фонтан не отделяем, они раньше два объекта, театр не фонтан. Ну, фонтан на горизонт, там установили китайское оборудование, все это не сняли, потому что по проекту там должен быть немецкий, итальянский. То есть мы фонтан отделяем, тоже решение надо в профкомиссии. Министр финансов Аза Хабалова, отвечая на вопросы депутатов, ожидается ли повышение заработной платы в текущем году, сообщила, что в 2018 году будут повышены заработные платы работникам бюджетной сферы Южной Осетии. Повышение произведено с начала года, и бюджетники, как и в предыдущие годы, получат перерасчет. Ежегодно идет повышение заработной платы, софинансирование повышения заработной платы до уровня, сопоставимого с соответствующими категориями в Северо-Кавказском федеральном округе. То есть каждый год это происходит, это было в 2016, это было в 2017, то же самое в 2018 году это будет, потому что вот недавно уже были подписаны протоколы дополнительные к этому соглашению. До августа я уверена, что мы все перерасчеты сделаем и выплату осуществим. Перерасчет с января. Министр добавила, что согласно договору о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией, зарплаты в Южной Осетии должны быть доведены до уровня, сопоставимого с республиками Северо-Кавказского федерального округа. В свою очередь, премьер страны отметил, что правительство Южной Осетии будет решать задачу, поставленную президентом, о доведении минимального размера зарплаты и пенсий в республике до уровня прожиточного минимума.
Министр здравоохранения республики Григорий Точиев, выступая перед депутатами, отметил, что на сегодняшний день по самым важным направлениям здравоохранения наблюдается дефицит кадров, в то время как в стоматологии и некоторых отраслях медицины ощущается переизбыток специалистов. Точиев отметил, что для решения проблемы потребуется много времени. Депутаты отметили и необходимость принятия программы предупреждения и профилактики онкологических заболеваний. Министр здравоохранения считает, что в первую очередь нашему населению необходимо ежегодно проходить диспансеризацию. Это во многом поможет решить проблему. У нас есть возможность пройти диспансеризацию, отношение к которой по предварительным оценкам процентов 20-25 захотят, а другие будут думать еще пойти или не пойти, а 30% вообще категорически против, потому что они здоровы. Это и в ваших силах тоже. Никто не снимает с себя обязанности, никто не снимает с себя функционала, которым наделен, но мне кажется, что, учитывая ваш статус народных избранников, доверие к вам несоизмеримо больше, потому что вас конкретно выбирал народ. Мы со своей стороны готовы и проинформировать, и подготовить население, но и ваша помощь, наша поддержка тоже необходима для того, чтобы подготовиться к диспансеризации. Времени осталось не очень много. Отчет правительства по времени занял более 4 часов. Были затронуты актуальные вопросы, интересующие граждан Южной Осетии. В завершении отчета 26 депутатов признали работу правительства удовлетворительной. 6 воздержались. 1 депутат проголосовал против. Зарина Кочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Новый председатель суда назначен в Знаурском районе. Ею стала Фатима Бестаева. Были отмечены ее опыт работы и профессионализм. К обязанностям приступит уже с понедельника. Роза Тедеева подробнее. В республике продолжается судебная реформа. Новые судьи назначаются как в городских, так и районных судах. Очередное назначение состоялось в Знаурском районном суде. Председателем районного суда стала Фатима Бестаева. Она имеет большой опыт работы. Председатель Верховного суда Олеся Кочиева выразила уверенность, что Фатима Бестаева сможет справиться с возложенными обязанностями. Я думаю, что многие из вас, наверное, ее знают или наслышаны, потому что у Фатимы Алихановны достаточно большой опыт работы, в том числе и в судебной системе. Она знакома непосредственно с первой инстанцией, с первым звеном судебной иерархии. Фатима Алихановна абсолютно коренной человек, родившись в Цхинвале и закончив школу 6-ю, получив образование с отличием нашего университета. Опыт работы у нее более 10 лет, 3-й квалификационный класс судьи. То есть все те регалии, которые необходимы и не дают нам сомнения в том, что Фатима Алихановна добросовестно справится со своими обязанностями. Ранее эту должность занимал Дмитрий Техов, который переведен на должность судьи в Верховный суд. Вы не дадите соврать, что Дмитрий Султанович заслуженно пошел на повышение. Люди, когда работают над собой, и у них есть куда расти, есть эти возможности, есть этот потолок, то они должны расти однозначно. Коллектив выразил благодарность Техову за совместную работу. В течение 2 дней новому председателю будут переданы все судебные дела, а с понедельника Фатима Бестаева приступит к своим обязанностям. Роза Тедеева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Сотрудники ГУП-Водоканал администрации города Цхинвал более 1,5 месяца ведут работы по проведению коммуникационных сетей на строящихся в рамках инвестпрограммы улицах столицы. Эльвира Тибилова с подробностями. Продолжаются ремонтные работы по проведению подземных инженерно-коммуникационных сетей на улицах столицы. Ведут работы сотрудники государственного унитарного предприятия «Водоканал» администрации города Цхинвал. Бригады рабочих трудятся на улицах более 1,5 месяца. Так, по улице Наккуджикаева уже провели центральную линию водопровода. На сегодняшний день рабочие трудятся над подведением коммуникационных сетей к домам. На улице около 30 домов. Работы закончатся в ближайшие несколько дней. Стоит отметить, что старая водопроводная сеть раньше нередко являлась причиной аварийных ситуаций. Трубу то и дело прорывало, затапливая подвалы домов и улицу. Новая водопроводная сеть должна кардинально улучшить ситуацию. На улице Аланская работает новая рабочая бригада. 10 дней рабочие трудятся над проведением центральной линии коммуникационных сетей, а после приступят к подключению абонентов к сети.
Проводим водопровод. До этого мы работали над проведением канализационной сети. После окончания текущих работ на центральной магистральной линии приступим к подключению домов. За неделю закончим центральную линию, а за 1,5 месяца улица будет готова к асфальтированию. Замена разводящих коммуникаций проходит также на улице Нартовская. Рабочие водоканала также трудятся над подведением линий инженерно-коммуникационных сетей к домам. На этой улице бригада работает 45 дней. Им необходимо подключить к новой линии более 50 домов. Более половины уже подключены. На улице Григорьева находится около 30 домов. Работы по замене инженерных сетей проходят и здесь. Рабочие только на днях приступили к подключению абонентов к новой канализационной сети. В день рабочие успевают подключить 3-4 дома. Сегодня подводят к сети дом Галины Бестаевой. Работы начались давно, но по каким-то причинам прервались на время. 2 дня назад они возобновились. Рабочие трудятся на совесть. В составе бригады и местные ребята. Мы довольны работой бригады. Хочу выразить благодарность им за труд, что наконец и наша улица будет благоустроена. После окончания работ по замене коммуникационных сетей будут проводиться уже другие работы. Асфальтирование, обустройство тротуаров и зеленых зон. Осуществлением этих задач будет заниматься государственное унитарное предприятие «Дорэкспострой». Эльвира Дебилова, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. В период с 22 июня 2018 года по 25 ноября 2018 года в селах Тлиакан, Гучмаста, Дисев, Залда, Чиртина, Мамита, Уанат, Ортев будут проводиться занятия с применением стрелкового оружия и боевых машин, ротные тактические учения, батальонно-тактические учения с боевой стрельбой с привлечением подразделений 4-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Командование базы просит местное население быть предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра, исключить появление домашних животных и автотранспорта на дорогах в указанных выше селах. К другим темам. 20 единиц техники были переданы различным министерствам и предприятиям. Это большой подарок, так как с 2010 года автопарк не обновлялся, и автотранспорт пришел в негодность и часто ломался. Новые машины в тестовом режиме проехали по улицам столицы. Новые «Газели» выйдут в свой первый рейс по городу, УАЗики в районы, а микроавтобусы и Форд Транзит будут осуществлять рейсы с Хинвал-Владикавказ. Вчера с территории Царза, где они пока стоят, их вывели на улицы города, чтобы жители увидели, на каком общественном транспорте они будут ездить уже с новой недели. Решили организовать автопробег по городу для наших новых микроавтобусов, чтобы жители увидели новый общественный транспорт. Мы дали слово президенту Анатолию Бибилову, что 25 июня наш автотранспорт уже начнет свою работу. Новые микроавтобусы уже гармонично вписались в облик нашего города. Ведь современный общественный транспорт нового поколения довольно комфортный и укомплектованный всем необходимым. Отметим и то, что за последние 20 лет автопарк республики не пополнялся таким большим количеством машин. И теперь жителей больше не будет беспокоить неисправность общественного транспорта. Анжела Кокоева, Ринат Мидоев, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. В столице республики состоялся концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан» Республики Северная Осетия «Аланя». Югостинский зритель был покорен красотой остинских танцев. Интересная насыщенная программа создала поистине праздничное настроение. Впечатлениями делится Анжела Кокоева. В Южную Осетию с обновленной концертной программой приехали артисты Государственного академического ансамбля танца Северной Осетии «Алан». Ансамблю в этом году исполняется 80 лет со дня его создания. Художественным руководителем ансамбля является заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия «Аланя» Руслан Тедеев. Артисты в киноконцертном зале «Чермин» продемонстрировали зрителям красоту осетинских танцев. Программа была насыщенной. В репертуаре ансамбля осетинские танцы и танцы других народов Северного Кавказа. Концерт начался с величественного танца «Симт». Каждое выступление ансамбля – настоящий праздник для зрителя, в котором он дарит свою искреннюю любовь к танцу.
Среди зрителей были президент нашей республики Анатолий Бибилов и председатель правительства Эрик Пухаев. После завершения первой части концерта во время 10-минутного перерыва зрители поделились своими впечатлениями и по достоинству оценили мастерство танцоров. Я давно знакома с репертуаром этого ансамбля. Хочу отметить позитивные изменения, дальнейших творческих успехов. Приятно, что на концерте собралось много людей и так тепло приняли артистов. Я давняя поклонница государственного ансамбля «Алан». С удовольствием прихожу на их концерты. Мастерство на высшем уровне. Я им благодарна за это все. Получаю удовольствие. Прям спасибо государственному ансамблю. После всех представленных номеров на сцену пригласили президента Анатолия Бибилова. Он выразил благодарность художественному руководителю ансамбля Руслану Дедееву и всему коллективу за то, что они приехали в нашу республику и показали высокий уровень танцевального искусства. От всех жителей Южной Осетии я поздравляю вас с вашим 80-летием. Ama vecigen mahayal خود در زخم باید مال چی در زخم باید از نفله vecigen الله ایران الله ایمان بیدار شالم من مخمیس ایران کافت ایران زرد ایران کلتورا ود من ایرستانو جیم نیز کنه کشو بالا بار کنه اما مین است مخن نقص در شو بسال در دل نزار در شو بسام اما من آخن دست جینال Глава государства присвоил звание заслуженных артистов Республики Южная Осетия ряду артистов ансамбля и их художественному руководителю. Присвоить почетное звание заслуженный артист Республики Южная Осетия Маргиеву Вадиму Владимировичу. За большие заслуги в развитии хореографического и музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность присвоить почетное звание заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия Тедееву Руслану Сослановичу, художественному руководителю Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан». Сайдер меня ждет, потому что я такой вам что будет. Мама, я могу самой ратишь на фильм. Док загадана поженить макадам юбилейный лишь вас юбилей загадывать что пардон нечем там находом. Вам что будет? Кого ты мальчик на концерте покажешь? Андреевич, маған да что будет? Кулдарда маған президента, который стал и у президента концерты, кого мы не говорим, или Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии «Алан» был создан 17 сентября 1938 года. Тогда его первым руководителем стал композитор Татархан Кокойти, принявший активное участие в организации коллектива. Он же стал и автором первой программы, в которую вошли лучшие образцы осетинских народных песен и наиболее популярные народные танцы. Первые концерты ансамбля были встречены зрителям с большой теплотой, что придало коллективу сил и уверенности. И по сей день с таким же настроем ансамбль гастролирует по разным городам, знакомят зрителей с красотой и многообразием осетинских танцев. Новые постановки радуют поклонников. Артисты покорили и тронули сердца всех присутствующих своим мастерством. Анжела Кокоева, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. Ну а далее узнаем прогноз погоды на завтра, 22 июня. В Знаурском районе республики завтра, 22 июня, переменная облачность. Днем плюс 25, ночью плюс 15. В Цавском районе также переменная облачность. Днем плюс 24, ночью плюс 16. В городе Квайса переменная облачность. Днем 22 градуса тепла, ночью плюс 14. В Лениногорском районе переменная облачность. Днем плюс 26, ночью плюс 16. В столице республики в Цхинвале переменная облачность. Днем 26 градусов тепла.
тепла, ночью плюс 16. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.